это не случайно. На самом деле они правы. Вот я просто должен. Они правы, потому что в геополитических законах так и есть. И для России сегодняшний поворот к восстановлению Отечества является последним шансом. Понимаете, да? И они правы. Я это прекрасно понимаю, как человек, который занимается политикой. Там формула, знаете, как в математике, 2 × 2 = 4. То есть Россия, как всегда в нашей, и Советский Союз в нашей истории успел зайти в последний вагон. К сожалению, так происходит всегда. И в войну 1812 года, где, опять же, подарок уроженцев Казахстана, это великолепные воинские части, которые позволили победить Наполеона. Да, это подарок Казахстана, который входил в Российскую империю. Откровенно, честно об этом говорим. И, как видите, не стесняемся и не начинаем требовать от нашего МИДа, чтобы он немедленно заткнул рот Федорову, который говорит, как это подарки казахстанского народа. Да, был подарок казахстанского народа, который помог спастись нас в период Отечественной войны 1812 года. И казахские дивизии действительно, как и башкирские тогда, вошли в Париж. Это правда. И это подарок. Подарок? Ну, подарок, Ильяс. Подарок, да. Большое вам спасибо, как представителя Казахстана, за подарок российскому народу от Казахстана, который позволил России спастись и победить. Так же, как и огромное вам спасибо за 28 панфиловцев, за то, что отстояли Москву, за то, что победили и восстановили нашего Отечества в 1945 году. Вот сейчас просто, хоть и сижу, чтобы из кадра не выйти. Поклон казахстанскому народу за эти подарки российскому народу. Огромное спасибо. Эти подарки нами ценятся, мы их уважаем, и мы чтим великое дело и великую вклад уроженцев Казахстана в наше Отечество, в его жизнь, его свободу и независимость.